По мнению начальника Главного управления образования Гагаузии Натальи Кристевой, сегодня вокруг вопроса о выделении средств на развитие гагаузского языка делается очень много политических заявлений, которые не соответствуют действительности. И я хочу со всей ответственностью заявить, вот сегодня при утверждении нового бюджета на 2021 год ни одна программа, которая направлена на развитие, на расширение сферы применения гагаузского языка в сфере образования, не урезана. Мотивации педагогов к преподаванию некоторых дисциплин на гагаузском языке предусмотрены статьей 15 Закона о расширении сферы применения гагаузского языка. На эти цели сегодня выделяются дополнительные финансы. В этом учебном году все учителя уже получили за первый семестр двойную оплату за каждый час. Эта программа нам обходится в 995 тысяч. То есть почти миллион. Без 5 тысяч это миллион леев. Мы выплачиваем этим преподавателям. Ирина Еринец в этом году приступила к преподаванию в 1 классе предметов изобразительное искусство и технологическое воспитание на гагаузском языке. Говорит, что данный процесс занимает очень много дополнительного времени и, безусловно, должен быть дополнительно поощрен. Мы приступили к изучению предметов на гагаузском языке ИЗО и труд с сентября месяца. На самом деле это очень сложный и тяжелый труд. Очень много времени уходит на подготовку урока. Мы не в совершенстве же владеем гагаузским языком. Соответственно, я составляю урок вначале на русском языке и потом перевожу на гагаузский язык. В этом и существует сложность. Что касаемо дополнительной оплаты, я считаю, что, конечно, она должна быть, потому что, опять же таки повторю, что это очень сложный труд, потому что, когда ты переводишь с одного языка на другой язык, есть свои сложности, и когда ты еще являешься в этом первопроходцем. Закон о расширении сферы применения гагаузского языка был принят в октябре 2018 года. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Евгений Мельник, ГРТ Новости.